А тем временем любители хорошего кино уже второй день могут оценить представленные в рамках фестиваля фильмы. Показы проходят в кинотеатре «Дружба». И совсем неудивительно, что особое внимание привлекла картина к 70-летию Великой Победы. Ферида Миржоева обо всем по порядку. Документальный фильм «Все проходит» – повествование о жизни людей, родившихся во времена советского строя. В сочных зеленых пейзажах, в отражениях рек, в воспоминаниях старожилов еще мелькает постепенно растворяющаяся жизнь города Братслава. Когда-то на базарах этого городка Винницкой области можно было увидеть и румын, и поляков, услышать еврейскую речь и русский говор. Но все проходит, и только режиссерская работа Татьяны Скобарт не оставляет равнодушным никого из зрителей. Воспитание Советского Союза. Я сама росла в Советском Союзе и застала это время еще, к счастью. Это было прекрасное время. Смотришь и радуешься. Не было никаких национальностей, не было никаких войн. Поэтому мы росли вот в этой доброй стране тогда, в то время. И сейчас, видя эти фильмы, все это вспоминается, все это все. То, что у нас есть сегодня, мы должны еще посмотреть, как это было раньше, что сегодня происходит, чтобы было сравнение, чтобы были какие-то понятия. Несмотря на будний день, зал кинотеатра заполнен до отказа. На кинопоказ пришли даже школьники. Я видела, что они несли плакаты, там было написано на украинском, но я поняла, что написано там Ленин, что-то. Но я поняла, что им тоже было интересно это время, что они хотели в это время жить. Я думаю, если будут показывать чаще такие фильмы, мы будем знать больше о своей истории, о своих предках, и нам это очень понадобится. Следующий фильм в программе фестиваля посвящен 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Кто-то ушел на фронт еще мальчишкой, а вернулся героем Советского Союза. Кто-то чудом выжил в смертельном бою, где полегли все его боевые товарищи. Кто-то пережил блокаду Ленинграда и оккупацию, а кто-то так и не вернулся с фронта. Все эти истории вошли в документальный фильм о 115-й кабардинской кавалерийской дивизии. Ведущие кинофестиваля вместе со зрителями открывают новые страницы в биографиях известных людей через историю своего прадеда Кужби Базиева, который в составе 115-й дивизии воевал против фашистов. Автор фильма рассказывает сегодняшнему поколению россиян о героизме всего советского народа. Дай Всевышний, чтобы молодежь наша равнялась на них, где он, и никогда мы не видали этой, где он, войны, где он. Я хотел бы, чтобы у нас сплоченность была. Если у нас будет сплоченность у Галгади, у нас все пойдет нормально. И Отечество надо защищать наше. «Дух в движении» – это и название фильма, и официальный девиз паралимпийского движения. Режиссеры картины объехали весь земной шар, чтобы показать, как люди с ограниченными возможностями справляются со своей бедой в самых разных частях света. Но суть картины даже не в этом, а в том, что жизненные обстоятельства могут усадить в инвалидное кресло любого. И тогда есть только два пути. Либо твой дух силен, и ты поднимаешься, либо смиряешься и падаешь. Несмотря на проблемы со здоровьем, у героев фильма есть и любовь, и успешный бизнес, и интересная работа. Невероятная воля к жизни. Нечеловеческая сила духа. Кинофестиваль «Золотая башня» продлится до 29 ноября. Зрителей ждет показ фильмов из более чем десятка стран мира, в том числе 3 документальных ленты от ингушских режиссеров. Ферида Миржоева, Магомед Дидигов, Новости 24.